уже не разрешали там бороду отпускать, усы побрить. Сейчас уже вообще там ничего такого не говорит, не настигает. Так. Это уже нормально, да? Да. По типу, бля, Да. Ты точно каждого аварец? второго Ты точно пацана аварец? забирали и в отчет вставляли. Что говоришь? Ты точно аварец? Да, я аварец. Имам Шамиль тебя услышал бы, он бы очень сильно на тебя разозлился бы. Почему? Ну как почему? Усы, бороду, усы брить разрешает, бороду носить разрешает. Усы, не Свобода. разрешали, усы постричь. Я имел в виду постричь. Не, ну подстричь, какая разница? Это уже свобода. Постричь это как бы укорачивать, а И- побрить это полностью убрать. Но это не важно. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сунна пророка и фарз пророка. Быть свободным. В первую очередь. Саллаллаху алейхи вассалам. В первую очередь. А борода, усы, подвернутые штаны, чалма на голове. Это все второстепенно. Ты, ну как, не Ну, хочешь, значит, жить свободно не хочешь, да? я и так свободно живу, альхамдулилля. Ну в чем твоя свобода? Васильев разрешает тебе, да, что-то или запрещает? Ничего мне не запрещает, я что хочу и делаю. Но закон это закон, это понятное дело. Закон, чей закон? Твой, дагестанский или российский? Ну, российский закон. Ну а почему тогда нету в Москве, например, дагестанских законов? Ты там черный, тебе квартиру не сдают. Почему сдают, квартиру сдают? Я в Москве был 3 месяца назад. Сдали Я квартиру? там работал. Да, я квартиру снимал, работал там. И нигде никогда не было таких вопросов. Ты кавказец, там, туда-сюда. И ничего никто не говорил. Просто смотрели как-то не так русские. Я вот так бороду тоже отпускал, ничего не говорили. Это когда? 3 месяца назад? Да. Что с ними? Заболели русские, что ли? А что они могут сказать? Ничего не могут, ничего не делают. Ну как ничего не... Просто, Ты как будто просто не с из-за Махачкалы каких-то... вообще. А? Ты как будто не с Махачкалы вообще. Я с Махачкалы, я в Махачкале сейчас тоже. Не, ну ты такие вещи говоришь. Каждый день убивали, сейчас вот закончилось сопротивление, ослабло, перестали убивать. Каждый день убивали дагестанцев, чеченцев, Из-за карачаевцев, чего? Из-за ингушей. чего? Из-за того, что хотели исповедовать свою религию свободно и так, как они хотели. Ну, если брать А именно мы Дагестан. не свободно исповедуем свою религию. А тогда за что их убивали? Ну, это, наверное, те, которые, как тебе сказать, ну, как бы лесные, таких, наверное, убивали. Лесные? А почему они лесными Да. становились? Как тебя зовут? Меня Шамиль. Например, да? Хорошо, Не, Шамиль. Шамиль меня зовут. Меня Аслан зовут, Шамиль. Будем знакомы. Вот как ты Очень думаешь, приятно. почему лесными они становились? Ну, это люди, которые в заблуждение пошли. Те вот, тех и убивают. Тех убивают. Их можно убивать, если они в заблуждение зашли. Ну, вот, как тебе объяснить? Есть, которые люди вот не оставляют, менты не оставляют, Мгм. сажают, вот так. Такие тоже в лес убегают. Но многие такие дагестанцы. Ну, а почему? Почему? Я вот не могу понять. Почему Но он есть люди, которые вот за вот это исламский, вот, ИГИЛ, вот за них в эту ИГИЛ сторону не было, переходят. когда их убивали. ИГИЛ не было, вообще не, близко не было. Даже названия такого не Но было. я смотрю с Шумадинского района. Ты слышал, наверное. Конечно. Там года 4, 5, 6 назад, там, короче, лесные были, как бы лесные, джаматовские, как говорят. Ну, своих наших же людей они убивали, прикинь. Кого они убивали?
наших своих же людей убивали, суфийских. Но течение было тогда. Сейчас для меня вот это течение не существует. Джаматовские, суфиты, салафиты, это не все мусульмане, альхамдулилля. А раньше было же вот эти два течения, джаматовские и суфийские, против воевали. Но суфийских не оставляли. Суфийские воевали, да? Вообще. Суфийские воевали. Суфии воевали. Вот эти джаматовские не оставляли наших. Там бывает, которые устазы пошли, устаз шейх был же Саид Афанди, слышал, взорвали его. Да, слышал. Вот к нему мюридов не оставляли, убивали. А мюриды их убивали, да? Не, они вообще просто свое дело делали. А кто их убивал тогда? Лесных кто убивал? Вот эти джаматовские, которые в лес ушли. Да, эти лесные убивали суфистов, а суфисты убивали джамаатовцев. Не, суфисты ничего не делали. Кто убивал лесных тогда? Почему лесных сейчас не осталось? Вот лесных Абдул-Латипов пришел, после этого всех он очистил. Это понятно. Я знаешь, что не могу понять. Кто убивал? Абдул-Латипов убивал лесных? Это приказ дал своим и всех очистил. А до Абдул-Латипова же их тоже убивали? Да, Абдул-Латипова Амиров был. Вот эти Амиров был мэр Махачкалы. Амиров сам ФСБшник. Нет, я говорю... Говори. Он вот им помогал, вот лесным помогал. Амиров помогал? Он сам давал вот эти заказы, чтобы убивать шейхов, вот этих муфтиятов. Он же давал, он же все это делал. Он же им деньги отдавал, чтобы... Как мэр? И после этого... Он же ФСБшник сам, Амиров. Как он это делал? Он и ФСБшник, он не только ФСБшник, он что по кайфу делал. А как это что по кайфу? Ты можешь что по кайфу делать? Я не могу, у меня нет такой должности, а он мэром был. А почему он стал такой человек, что может делать по кайфу? Что по кайфу? Как это так? Вот он угрожал, от него все боялись почти. Ну почему? Как почему? Нет, ну почему ты не можешь сделать то, что ты хочешь, то, что ты не хочешь, беспредел, короче. А он мог это делать. Я хочу беспредел делать, я же боюсь, я же тоже раб Аллах. Да, а почему он мог? Значит, я просто хочу к чему прийти. Он кафир был тогда. Шамиль, я знаю, к чему хочу прийти. Я хочу вот твою вот эту цепочку, логическую цепочку, причинно-следственную связь проследить. Как человек находился мэром, убивал суфистов, по приказу его убивали суфистов, и его не трогали. Как так? Вот так его не трогали. У него своя охрана была, у него связи. Ну смотри, в Чечне... Кто его может, скажи мне. В Чечне весь народ стал против российской армии. Мы десятки... 10 лет воевали. И все, против нас русские воевали. Не мы же между собой воевали. Почему русские не могли прислать танки и победить? Как они... Вертолет прилетел, без единого выстрела задержали Эмирова, когда захотели. Значит, получается, Москва его, держала, правильно? Назначала Москва его, держала его на этой должности Москва. Так получается? Это так получается, конечно. Тогда, если это так получается, и если он убивает суфистов, то не получается, что Москва убивает суфистов, потом Абдул-Латипов или там, кто там был, Магомаев, кто у вас был до Абдул-Латипова? Магомед Салам, да, как-то его звали. Потом он убивает уже лесных. Суфисты, дагестанцы простые, не первые, а простые рядовые погибают. И потом лесные, их объявляют террористами, их убивают. С этой стороны дагестанцы гибнут, а всех контролирует. И главу Дагестана контролирует Москва, и мэра Махачкалы контролирует Москва. Не видишь никакой связи между этим? Ну, конечно, он вот в руках России, русские.
кафедру. Вот тогда давай вернемся к свободе тогда. Если ты свободный человек, как можно, чтобы кто-то вот так заставляет дагестанцев убивать дагестанцев, чеченцев убивать чеченцев? Как так возможно? Ну, это да, я тебя понял. Понятно. И ты до сих пор считаешь, что ты свободна? Ну, я могу вот исповедовать свою религию свободно. Не можешь ты ее исповедовать. И эти ребята, которые в лес ушли, они тоже не могли исповедовать. Ты перейдешь дорогу, попадешь в какой-нибудь список этих, там целый механизм. Я просто общался с ребятами, которые лесные, как ты их называешь. Эти лесные, которых там убивали, приезжают сюда, в Германию, и их никто не трогает. Ни один человек им слова не говорит. Молишься, так ноги ставь. Вот так руки держи. Бороду вот такой длины. Хочешь вот такой. Выбрейся чисто. Усы оставь, как у Чапаева. Что хочешь делай. Потому что главное, ты не мешай другому. Твое право заканчивается там, где начинается право другого человека. Не мешай, все. Религия защищена. Здесь закон есть закон. А там дело даже не в религии. Дело в том, что нас постоянно уничтожают. Сейчас закончились лесные. Ваххабисты их называли, лесные называли. При имаме Шамиле их по-другому называли. Нас просто уничтожают. И в стороне посидеть не получится, Шамиль. Ты, конечно, попробуешь посидеть, может быть, даже и пронесет. Но я знаю, я много общался с людьми, которые вообще ни в чем не виноваты. Вообще, он ни одного выстрела не сделал. Он даже не думал брать в руки оружие. Не то, что кого-то убил. У него в мыслях не было. Это был порядочный, любящий маму, папу, свою семью молодой человек, которому дали пожизненно, которого просто расстреляли. Здесь в Германию приезжают и дагестанцы, и чеченцы. Полно таких. И все. И делают то, что хотят. Сейчас надо им спокойно. Магомед Али Салам ушел, Амиров за другие грехи сел. Я так думаю. Не из-за того, что... Да, у Амирова были банды. Были настоящие сопротивленцы, настоящие партизаны у вас в Дагестане. Были искусственные, которые ФСБ делала. Потому что эти группы, они автономные. Я адвокат сам, чтобы ты понял, чтобы ты не думал, что я террорист какой-нибудь. Я тебе объясню. Я занимался, понял. я этими ребятами занимался. Я с ними общался, я защищал. Я много часов и времени с ними провел в изоляторе. И эти люди не представляют никакой угрозы. Есть радикалы, есть террористы, есть. Но многих вынуждали пойти на это. Вот я